Старинная мудрость напоминает нам: человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего. Без знания своих корней и традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящимся к другим народам. Лобсан Даржиев родился в 1918 году в Селенгинском Аймаке в большой семье. Он рос в большой дружной семье, в которой все мужчины были мастерами, дарханами. И поэтому в доме царила атмосфера трудолюбия и созидания. В раннем детстве он много времени проводил с дедом по материнской линии, который слыл в округе хорошим резчиком по дереву. Лобсан мог часами наблюдать за искусной работой деда, а потом с усердием вырезать несложные узоры по намеченному дедом рисунку. Это были желанные и упоенные моменты его рождающегося творчества. По признанию самого художника, значительное влияние на его дальнейшую судьбу оказали два события раннего детства. Это мистерия Цам в Тамчинском Дацане, потрясшее воображение мальчика, и встреча с ламой-иконописцем Гамбо Циреном Тудуповым. Чудом возникающие из-под руки ламы фигурки людей, изображения животных, витиеватые линии облаков, цветов, орнаментов завораживали взгляд, рождали внутри еще непознанное чувство постижения прекрасного, возвышенного. Вернувшись домой, Лобсан сразу попросил у деда карандаш и бумагу. Страстное желание рисовать, проснувшееся в нем, уже больше никогда не покидало его. Окончив Загустайскую среднюю школу, Лобсан Даржиевич поступил в Иркутское авиационно-техническое училище, по окончании которого он был отправлен в составе бомбардировочного полка сначала в Брянск, где застал начало Великой Отечественной войны, потом в Орел и Курск. После окончания Иркутского авиационно-технического училища еще до войны уехал служить лейтенантом под Брянск. До войны. Вот там даже есть фотография старая, 41-го года, маем датирована, еще до войны. И во время войны обслуживал военные самолеты. У поселка Обаянь он стал участником жестокой битвы. Почти все самолеты их полка были разбиты. Именно в Обаяне стоит мемориальный комплекс в честь советских воинов, павших в битве на Курской дуге в 1943 году. Лобсан Даржиевич прошел всю войну в составе 219-го дальневосточного бомбардировочного полка. Его отец, Дамбаев Доржи, он воевал годы войны под Москвой. И погиб в 1942 году. Но он числился как пропавший без вести. И дядя Лобсан, он специально поехал, именно отыскал захоронение своего отца. Он увез с родины землю бурятскую, говорил, поклонился на могиле, отдал свою, как говорится, дань памяти своему отцу, которого он очень ценил. Всегда о нем рассказывал хорошо, так возвышенно всегда рассказывал. По окончании войны он уехал в Узбекистан, где работал на заводе «Кинап», производящем продукцию для кинотеатров СССР. В Ташкенте до сих пор живет его единственная дочь. А вообще он стал рисовать орнаменты, все это, творчество бурят-зурак под впечатлением жизни в Самарканде. По возвращении домой он работал художником в кинотеатрах «Эрдем», «Октябрь» и «Дружба». В 1963 году он вернулся из Самарканда. А туда он уехал в середине 50-х, где-то в 1956 году. И вот с того момента я его помню. И вот после открытия кинотеатра «Дружба» он устроился туда работать художником-оформителем. В то же время афиши рисовали от руки, все были, рисованы от руки. И вот я была горда тем, что вот это мой брат рисовал. Союз художников Бурятии долго не хотел принимать Лобсана Даржиевича в свои ряды. Ответ был формальным: нет специального художественного образования. Хотя, скорее всего, тогдашних чиновников
ставила в неудобную позицию откровенная буддийская направленность его работ. Пришлось художнику всему учиться самому. Искусство Доржиева традиционно по форме, стилю, мотивам и технике исполнения. Каждому буряту близка и понятна поэтика родных орнаментов и живописи в стиле бурят-зурак. Для этого стиля характерно плоскостное видение формы и цвета, идущее как от канонических традиций буддийской живописи, так и от узнаваемых особенностей природных форм, ландшафта и пейзажей родной Бурятии. Корни этой традиции лежат глубоко, опираются на народные традиции, а самое главное, что это та плотная корневая система, на которую всегда опирался сам мастер, и традиция писания орнаментов, она существует с глубоких древних времен. У народа, у любого народа любовь к орнаменту, и именно через орнамент есть восприятие основ мироздания. Орнамент как целый космос. И вот именно Лупсан Доржиевич был тем непревзойденным мастером создания орнаментов, бурятского орнамента. Целая поэзия орнаментальных композиций существует у Лупсан Доржиевича. Всего наследие мастера насчитывает свыше 50 работ, живописных работ, включая еще и орнаменты. Работы, которые небольшие по размеру, станковые, работы, написанные в такой плоскостной декоративной манере. Но то, что, рассматривая каждую работу, наполняет нас, всех зрителей, таким глубинным смыслом понимания того, что такое народное искусство, в чем его смысл, в чем его основа, в чем его особенности. И можно рассматривать бесконечно. Для Лупсан Доржиевича линейное начало, четкая, правильная, выверенная линия, которая свойственна именно датсанским художникам, иконописцам. Лупсан Доржиевич работал в те годы, когда буддийская живопись и любые работы с намеком на национальное было под запретом. Были случаи, когда его работы снимали с выставок. Благодаря тому, что он делал назло всему, творил, сохранилась такая богатая коллекция. Когда буддизм подвергался гонениям, исчез и бурят-зурак. Если бы не Лупсан Доржиев, то сегодня практически не о чем было бы говорить. Долгое время он показывал свои работы на выставках самодеятельного искусства. И лишь в 1988 году прошла его первая персональная выставка. На тот момент ему было 70 лет. Через 2 года его приняли в Союз художников. А еще через год ему было присвоено звание народного художника Бурятии. «Ни одну картину я просто так не делаю. В каждую что-то вкладываешь от себя», — говорил Лупсан Доржиевич. «У каждой картины своя судьба, своя история». Поэтому не соглашался мастер продавать свои работы. Лишь однажды, в начале 90-х годов, во время приезда Далай-ламы, он уступил настойчивым просьбам одного корреспондента из Гватемалы. Но потом сразу восстановил картину, и даже в большем размере. На этом полотне запечатлено одно из редчайших явлений природы – прохождение Меркурия по диску Солнца в 1973 году. Лупсан Доржиевич вообще был большим поклонником астрономии, хорошо разбирался в карте звездного неба и не пропускал ни одного значительного небесного явления. Как-то он привез, это было в 1973 году, телескоп большой. Он настроил его на улице и позвал меня смотреть, вот как проходит Меркурий по диску Солнца. Это для меня, конечно, для деревенской девочки это было очень интересно. Такой телескоп красивый. Мы смотрели, Меркурий был на диске Солнца как черная маленькая точка. И вот по этим воспоминаниям он нарисовал вот такую картину прохождения Меркурия по диску Солнца.
Ну, здесь, конечно, где-то и художественный вымысел, конечно. А вот именно что Солнце, Меркурий проходил по Солнцу, вот это уже исторический факт. Художник многогранен. Он известен не только традиционными художественными произведениями, каковы можно отнести собранную им коллекцию национальных бурятских орнаментов и многочисленных танков, но и своей постоянной поддержкой классической монгольской письменности – вязи, а также декоративно-прикладного искусства бурят. И он сделал прекрасное оформление по моей просьбе, и я бы все сделал макет письменный и так далее. Это 12 годов у нас в бурятском фольклоре существует замечательный цикл песни, цикл песен таких, связанных между собой о 12 годах. И он с удовольствием за это взялся, чтобы оформить. Это у него все было в крови, он застал чуть-чуть те времена, когда все это пелось и звучало. Вот. И тут он все это оформил с удовольствием большим, я помню, да. И мы издали в типографии в содружестве по-моему, с театром бурятской драмы, они тоже поддержали. И мы там издали в этом, республиканской типографии. Я помню, когда это увидел, продукция, когда появилась, это был своего рода, знаете, вот такой какой-то выплеск такой культуры, вот, совершенно в таком неожиданном ракурсе, да, и просто люди как, потом я помню, даже они хранили, у меня дядя был, который фронтовик, он тоже ему принес, а он потом сразу положил туда, где место богов, Гунгурабу, туда, такое, видимо, какое-то пиететное отношение все это вызывало, да. В 95 году это у нас был завершающий этап празднования Госаря, по знамени, там провели, сделали знамя Госера, мы специально такое создали, и оно под знамя Госера всю этническую Бурятию, начиная с Сусердынского округа, с родины Пехмана Петрова, он родился в селе Хадатан, Кутского района, и на Розу был построен храм Госера, Гума, и надо было его оформить. Архитектор там был Надя Шагдурова, она тункинская, такой интересный человек, знающий хорошо культуру, сам архитектор по образованию. А вот оформить надо было фрески, внутренние резки. И тут другого человека, как Лупсан Дорожевич, конечно, Дождевич не было, и не могло быть, потому что он был один на всю вселенную, один предединственный. И он, конечно, с удовольствием за это дело взялся, съездили в Аку, он там посмотрел, и дома все сделал, и наброски, и так далее, все. И все как надо подошло. В общении это был, непростой человек. Вел такой аскетический образ жизни, питался четко, и поэтому он так долго прожил. Когда спускались по перевалу Шагадабан, и вдруг он запел. Я так удивился. Я сначала думаю, это эхо, что ли, от какой-то, думаю, там где-то, как его... В горах там небесные какие-то поют существа. Нет. Оглядываюсь, и правда, видно не понял, чтобы его не скутить, да, так тихонько, да, и смотрю, в самом деле он поет полностью в себя ушедший, и, видимо, уже медитирующий уже, все, в слиянии вот с этой, с пейзажем, ландшафтом, с небом, да, вот так. А я сказал, как-то мы там пились, когда нас угощали, я говорю, Дулхаяны-то, спойте хоть раз, Селегинтер, на своем родном селегинском напеве, да. Он говорит, я тут не пою. А потом я узнал его из биографии, вот это, когда знакомился, вот сегодня, когда читал, оказывается, он в детстве своем, да, он играл даже на хоре, на Марин хоре играл, даже выступал в самодеятельности. И представляете, видимо, он для себя пел, раз он с детства. И, видимо, там у него опять это проснулось, это так, видите, как. И мы ехали долго, и он пел, и не мог остановиться. Я думал, как он, оказывается, много песен знает-то. Вот, как пел, душа пела его. Он жил там у себя, знаете, там городок мастеров наших, да, Чеканчик, он там постоянно жил, уже до склоне лет. Я у него бывал, не так часто, но бывал. И у нас, и на выставке его бывал. Но он был человек такой в общении несколько замкнутый, вот он как-то был все время в себе, но он очень, конечно, сильно переживал и болел за родную культуру.
вот за песнь, ту же самую старомонгольскую, за эпос ГСР, за буддийские вот памятники, вот только. И того Милараева он хорошо знал с того времени, поскольку он был представитель старой культуры, да. И он это все эти знания он хотел, которые нес, он хотел, чтобы они остались как, ну, наследие, которое пригодится будущему. Вот он на это работал, я думаю, что вот все эти творчества, все это, вот эти небольшие его грани, да, его творчество, его таланта, да, вот пропуски, это же все-таки главное, это вот то, что сказано в этой книге, да, ведь, да, а вот эти вот небольшие вот эти, да, вот, ну, эпизоды, они же ведь дополняют вот его, так сказать, общую представление о нем, о его величине и своеобразии его глубокого народного, самобытного таланта.